Здравствуйте, уважаемые ребята! Я очень рад нашей очередной встрече и продолжить вместе с вами изучение урока информатики. Тема сегодняшнего урока – шифрование и электронно-цифровая подпись. Ребята, сегодня мы поговорим об электронном документе, шифровании, видах шифрования, аутентификации, а также об электронно-цифровой подписи. Вы все знаете, что мы сейчас живем в эпоху цифровизации, и вы являетесь жителями цифрового мира. Хотим мы этого или не хотим, но мы используем компьютеры, смартфоны, читаем электронные письма, книги и разные документы. Таким образом, большую часть своего времени мы проводим, используя электронные гаджеты и работая с электронными документами. Сегодня электронные документы приобретают особую важность. Электронный документ – это документ, зафиксированный на электронных носителях. Ребята, давайте запишем вышесказанное в своих тетрадях. Я повторю. Электронный документ – это документ, зафиксированный на электронных носителях. А что мы с вами подразумеваем под электронными носителями? Как видим на экране, к электронным носителям относятся USB-флешки, диски и другие электронные устройства, которые мы используем чуть ли не ежедневно. Электронный документ может представлять собой набор изображений, звуковых файлов и символов. Такие файлы мы можем передавать в любое время через телекоммуникационные устройства. Актуальность углубленного использования электронного документа обусловлена многими факторами. Например, возможность повышения эффективности государственных органов и организаций, необходимость быстрой и качественной обработки документов, умение не ограничивать информационные потоки, а также необходимость сократить бумажную работу. Электронные документы имеют существенные преимущества перед бумажными формами, а именно, это быстрый срок обработки и доставки электронных документов, можно удаленно подписать любой документ и отправить по электронной почте, а также сокращение расходов. Не нужно распечатывать документ на бумаге, оплачивать доставку по почте и, конечно же, имеются ряд других преимуществ. А теперь давайте все вместе рассмотрим преимущества электронных документов на примере оплаты счетов через банк. Как мы видим, без электронного документа оборота потребуется несколько очных визитов к оператору, в кассу, необходимо простоять в очереди для получения счетов. При наличии же электронного документа оборота передача информации осуществляется в личном кабинете в один клик, и все счета доступны в режиме реального времени. При отсутствии электронного документа оборота вероятен риск порчи и утери бумажных документов в процессе транспортировки. В то же время при наличии электронного документа оборота, ребята, очень удобно хранить и осуществлять поиск документов по различным параметрам. Мы с вами продолжаем говорить о преимуществах электронных документов на примере оплаты счетов через банк. Без электронного документа оборота вероятен риск просрочки платежа и могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и документ в результате не будет получен в срок. При работе же с электронным документооборотом просрочка платежа отсутствует, и все счета доступны сразу же по факту их формирования. При работе с электронными документами мы должны обязательно защищать информацию. Так что же такое защита информации? Защита информации – это комплекс мер по ограничению доступа к информации и программам пользователей, по обеспечению ее подлинности, целостности в процессе передачи и хранения. Ребята, я повторю, а вас попрошу успеть записать в ваших тетрадках. Защита информации – это комплекс мер по ограничению доступа к информации и программам пользователей, по обеспечению ее подлинности, целостности в процессе передачи и хранения.
К вашей информации может быть несанкционированный доступ, что означает доступ, нарушающий установленные правила разграничения доступа. При этом субъект, который осуществляет несанкционированный доступ, является нарушителем правил разграничения доступа. Существуют различные способы защиты информации с использованием паролей, а именно средствами программы BIOS Setup, при загрузке операционной системы и защита любого диска, папки или файла на компьютере. Основное правило, уважаемые ребята, не забывайте свои пароли. Помимо защиты с использованием паролей, имеется и биометрическая система защиты, которая включает в себя идентификацию по отпечаткам пальцев, идентификацию по характеристикам речи, идентификацию по радужной оболочке глаза, идентификацию по изображению лица и идентификацию ладони руки. Ребята, раньше многие операции, связанные с передачей денег или каких-то прав, например, купля-продажа дома или получение справки от государственного органа, проводились только при личном присутствии гражданина в органе, выдающем документ. При этом нам приходилось ставить ручкой свои подписи на целой кипе бумаг. Операторы просили предъявить оригинал паспорта или свидетельство о рождении для того, чтобы идентифицировать личность. В цифровую же эпоху большинство такого рода операций можно осуществлять удаленно через интернет. Аутентификация – это процесс проверки подлинности чего-либо. Уважаемые ребята, запишите задание. Необходимо проверить на практике процесс аутентификации в Instagram и электронной почте gmail.com. Существует биометрическая аутентификация. Например, вы прикладываете большой палец руки к сотовому телефону и имеете доступ к своим данным. Отпечаток пальца каждого человека уникален и неповторим. Давайте продолжим дальше. Для подписания электронных документов, например, договоров, заявлений, в которых часто участвует государство, необходимо иметь электронно-цифровую подпись. Электронно-цифровая подпись – это такая же уникальная подпись, как и подпись ручкой, но используется только для электронных файлов. Каждый из вас, наверное, задает вопрос, для чего же нужна электронная цифровая подпись и что это такое? В эпоху цифровизации электронно-цифровая подпись позволяет установить, кто подписал данный электронный документ и изменялся ли документ после его подписания. А как же перейти на электронный документооборот? Для этого вам необходимо иметь доступ в интернет, оформить ключ квалифицированной электронной подписи и, самое главное, подписать соглашение об использовании электронной подписи. Сертификат ключа подписи должен содержать даты начала и окончания срока действия ключа, идентификатор ключа владельца, ключ проверки электронной подписи, наименование используемого средства электронной подписи, наименование удостоверяющего центра, выдавшего сертификат, иная информация, предусмотренная законодательством. Электронно-цифровая подпись позволяет установить, кто подписал электронный документ, мы об этом уже говорили, и изменялся ли документ после подписания. Электронно-цифровая подпись – это механизм шифрования документа. Ребята, я повторю, а вы не забудьте записать в свои тетрадки. Электронно-цифровая подпись позволяет установить, кто подписал данный электронный документ и изменялся ли документ после подписания. А также электронно-цифровая подпись – это механизм шифрования документа. Электронно-цифровую подпись можно найти на паспортах и граждан Кыргызской Республики. На сегодня мы имеем два вида шифрования. Симметричный, где используется один ключ, то есть одним и тем же ключом документ и зашифровывается, и расшифровывается.
и асимметричный вид шифрования, где используется пара ключей. Одним ключом документ зашифровывается, другим расшифровывается. Асимметричное шифрование получило более широкое распространение. Этот вид шифрования используют сайты с поддержкой протокола HTTPS, мессенджеры, Wi-Fi роутеры, банковские системы и многое другое. Мы все каждый день пользуемся шифрованием, когда отправляем и получаем сообщения в WhatsApp. Обратите внимание на экран и сразу вспомните, что такое сообщение вы уже раньше видели. Такие же сообщения появляются и в различных группах WhatsApp. Электронно-цифровая подпись, напомню, это механизм шифрования документа, который базируется на асимметричной криптографии. На асимметричной криптографии построен алгоритм блокчейна, на котором, в свою очередь, построены все криптовалюты. Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн – это распределенная база данных, где хранилища данных не связаны общим процессором. Все пользователи цепочки могут видеть, что другие пользователи делают с информацией в базе, но изменять они могут только те блоки информации, которые им принадлежат. Благодаря технологии блокчейн возникла новая криптовалюта биткоин, не имеющая привязки ни к одному мировому банку или экономике какой-либо страны. У биткоина есть своя стоимость. Биткоин можно покупать и продавать в интернете, и главная особенность биткоина – это его анонимность. По всему миру активно начали внедряться мобильные приложения с государственными сервисами, а именно они предлагают удобный способ получения государственных электронных услуг, рекомендации по услугам, уведомления по статусам всех сервисов и событиям, быстрый доступ к избранным сервисам. В Кыргызстане разработали мобильные приложения с государственными сервисами Internet Government, iGov и Sanarip ID. Рассмотрим, из каких же функций состоит система авторизации и валидации граждан Sanarip ID. В нее входят порталы электронных услуг, мобильное приложение услуг, электронное подписание документов, личный кабинет избирателя, электронная запись в школу и больницу, интернет-банкинг и электронные кошельки. Давайте рассмотрим, как работает блокчейн на примере электронных денег. Например, первое. Амирхан хочет перевести деньги Владимиру. Под вторым номером транзакции передаются в сеть и собираются в блок. Каждый номер имеет хэш предыдущего блока. Под третьим номером у нас блоки рассылаются всем участникам системы для проверки. В четвертом блоке, если ошибок нет, каждый участник записывает свой блок в свой экземпляр базы данных. И под пятым номером блок может быть добавлен к цепочке блоков, которая содержит информацию обо всех предыдущих транзакциях. И в конце мы видим, что деньги переведены от Амирхана к Владимиру благополучно. Ребята, вы получили большой объем информации, а теперь давайте выполним задание. Необходимо расставить буквы в правильном порядке и расшифровать слова, которые мы с вами используем в информатике. Давайте я вам дам некоторое время, чтобы вы могли подумать. А теперь проверим ваши ответы. Я уверен, что ваши ответы совпали с теми, что вы сейчас видите на экране. А это слова шифр, модем, логика, плата, морзе, сервер, браузер. Давайте выполним вместе следующее задание. Требуется расшифровать криптограмму, состоящую из наборов букв. При этом сместить позицию алфавита криптограммы
на 3 позиции по отношению к буквам открытого текста. Так что же нам для этого надо? Для этого составим таблицу замен, в которой алфавит криптограммы циклически смещен по отношению букв алфавита открытого текста на 3 позиции, как показано в таблице. При этом буквы А, Б, В отпадают. В результате дешифрации получаем текст «Заряженному танку в дуло не смотрят». Следующее задание. Необходимо рассмотреть схему симметричного шифрования и привести пример из своей практики, где используется данный вид шифрования. Данная картинка также есть в ваших учебниках. То же самое необходимо выполнить и с асимметричным шифрованием. Напомню вам задание, которое было дано во время урока. Вам необходимо проверить на практике процесс аутентификации в Instagram и электронной почте gmail.com. А теперь давайте подытожим наш урок и вспомним, что же вы узнали. Вы узнали, что электронный документ – это документ, зафиксированный на электронных носителях. Электронные документы имеют существенные преимущества перед бумажной формой. Быстрый срок обработки и доставки электронных документов. Можно удаленно подписать любой документ и отправить электронной почтой. Сокращение расходов. Не нужно печатать документ на бумаге, оплачивать доставку по почте. Электронно-цифровая подпись – это механизм шифрования документа. Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Используют 2 вида шифрования – симметричный и асимметричный. На этом, ребята, наш урок информатики подошел к концу. Я очень надеюсь, что он был для вас интересен, и вы с нетерпением будете ждать наших очередных встреч. Спасибо.